Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный татарский балеш с тыквой. Для этого нам понадобится 400 грамм муки. Сюда добавляем сливочное масло 150 грамм. Из холодильника я его нарезала кубиками. Добавляем пол чайной ложки соли, 2 чайные ложки сахара, пакетик разрыхлителя 10 грамм. И будем делать крошку. Вот такая крошка у меня получилась. Мука у всех разная, как я уже говорила много раз, поэтому, чтобы не ошибиться, для начала можете добавить 350 грамм муки, а потом еще добавить, потому что у всех мука разная. У меня, я потому что знаю свою муку, у меня вот уходит 400 грамм. Сейчас к нему добавляем 150 миллилитров кефира комнатной температуры. И будем замешивать тесто. Долго месить не будем, просто нужно будет ее собрать в ком. Вот такое очень мягкое тесто у меня получилось. Сейчас я ее накрою крышкой и уберу в холодильник примерно минут на 20. Пусть пока отдыхает. Пока наше тесто отдыхает, займемся начинкой. Для начинки нам понадобится 100 грамм изюма. Ее надо будет перебрать, помыть и замочить в горячей воде, чтобы вся грязь из нее ушла. Еще нам понадобится 100 грамм риса. Рис сырой, еще не вареный. Его надо будет отварить до полуготовности в подсоленной воде. Ну и самое главное, нам понадобится тыква. Вот такая большая тыква. Ее надо будет разрезать, почистить и нарезать на мелкие кубики. Сейчас мы разрежем, посмотрим, какая тыква внутри. О, смотрите, какая красивая. Вот сейчас мы ее будем чистить. Тыкву нарезаем мелким кубиком. Вот таким вот, смотрите. Сейчас будем делать начинку. Здесь у меня 600 грамм нарезанной тыквы. К нему добавляем рис, отваренный до полуготовности. Изюм, который я промыла и замочила в горячей воде. Сюда добавляем пол чайной ложки соли и 2 столовые ложки сахара. Вот такая у нас будет начинка. Наше тесто отдохнуло. Сейчас будем делать наш балеш. Тесто делим на 2 части. Одну большую, одну маленькую. Маленькую пока уберем. Это у нас будет верхушечка. А сейчас низушку раскатаем. Ее, конечно, можно просто положить на сковородку и разровнять руками. Сегодня будем печь в разъемной сковородке диаметром 28 сантиметров. Ничем я его не смазываю, потому что он с антипригарным покрытием, к нему вообще ничего не приклеивается. Это очень удобная форма. Сейчас будем раскатывать тесто. Тесто я раскатала, толщина теста примерно 4-5 миллиметров. Сейчас будем ее укладывать на сковородку. Делаем бортики.
Сейчас будем равномерно распределять нашу начинку. Поверх начинки кладем кусочки сливочного масла. Ну, примерно грамм 80 или 100, кто как любит. Кому пожирнее, кому попаснее, как говорится. Это уже по вкусу. Я положила где-то 80 грамм масла. Сейчас будем закрывать наш беляш. Тесто верхнее я тоже раскатала. Толщина у него поменьше. Здесь у нас где-то 3 миллиметра толщина. Сейчас вот так скалкой раскатываем и убираем лишнее тесто. Лишнее тесто убираем. В центре сделаем небольшую дырочку, чтобы у нас крышка не поднималась. Смажем беляш яйцом с водой. Взбитое яйцо с водой. На одно яйцо 1 столовая ложка воды. И печем при температуре 180 градусов где-то 40-45 минут, пока не зарумянится. Наш беляш готов. Смотрите, какой он красивый получился. Он уже остыл немножко. Сейчас мы попробуем его разрезать. Тесто мягкое, ароматное. Вот смотрите, какой беляш получился. Очень-очень вкусный, очень красивый, аппетитный, мягкий такой. Попробуйте вы тоже приготовить такой беляш. Я думаю, что вам понравится. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания. Большое всем спасибо.